сәгатьтә мөхтәрәм милләттәшләр. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир Южного Урала» в программе «Уралым». В ближайшие минуты вы увидите историю, быт и культуру башкир нашего края. Благодаря ему я состоялся как тренер. Последователи знаменитого тренера Хариса Юсупова организовали автопробег в памяти легендарного спортсмена. Я потомок башкирского дворянина, я этим горжусь. Потомок башкирского старшина Асылгузи Бакирова живет в Челябинске. Душевные песни от звезд башкирской эстрады. Историю вершит человек. Своими деяниями, стараниями он способен изменить мир и повлиять на жизнь миллионов сородичей. Одним из таких личностей, который оставил глубокий след в истории спорта, был и остается легендарный тренер Харис Юсупов. Челябинская область чтит память легендарного тренера Хариса Юсупова. В центре южноуральской столицы на улице Цвиллинга, 36, установлена мемориальная доска в честь знаменитого профессора. Одна из улиц в северо-западной части города носит имя своего героя. В области действует более 20 школ борьбы на поясах и куреш. В разных уголках России и соседних регионах проводятся спортивные турниры в честь южноуральского спортсмена. В этом году ученики, друзья, коллеги Харису Юсупова решили организовать автопробег. Путь пролегал по живописным местам Челябинской области и Республики Башкортостан. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это мой учитель. Благодаря ему я состоялся как тренер, подготовивший чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр. Потому что всю школу ту он ввел меня в когорту великих тренеров. И то, что мы сейчас проводим, вот это мероприятие все вместе, это значит то, что он всегда с нами, то, что мы его помним. Участники автопробега хотели донести до каждого любовь к спорту, здоровому образу жизни. Они посетили торжество по случаю открытия секции борьбы на поясах в поселке Бешкиль Чебаркульского района и подарили спортивный инвентарь. Активисты Федерации борьбы на поясах Челябинской области продемонстрировали свое мастерство. На малой родине Хариса Юсупова в селе Аркаул Салаватского района Башкортостана около 30 ветеранов спорта Южного Урала побывали на 8-м по счету турнире по национальной борьбе куреш памяти знаменитого тренера. Набравшись массы впечатлений, организаторы и участники вернулись в Челябинск с твердым намерением сделать данное мероприятие ежегодным. Челябинские башкиры не раз сыграли решающую роль в жизни нашего народа. Многие выходцы из Южного Урала являются основоположниками многих башкирских проектов, мероприятий, как в области культуры, так и в области политики. И сегодня наши земляки активно принимают участие в жизни башкирского народа. В этом году сразу 2 южноуральца стали организаторами крупных форумов всероссийского масштаба. Активист Союза башкирской молодежи Альфир Ильбактин загорелся идеей проведения образовательного форума еще с 2015 года. Именно съезд Яштар-Яны, прошедший в Челябинске, дал начало образовательному проекту «Уфа-форуму». Сегодня был очень интересный день, было очень много интересных лекторов, спикеров. Безумно удивлен тому, что это происходит в Уфе, то, что это происходит в Башкирии. В течение 3 дней спикеры знакомили форумчан с секретами ведения успешного бизнеса, проводили лекции на тему образования, новейших технологий, личностного роста, творчества и спорта. Пожалуй, самым большим открытием Уфа-форума можно назвать мастерскую проектов «Умарта», что в переводе с башкирского означает «улей». Получилось создать свой бренд и у нашего земляка, дизайнера Ринара Манапова. Башкир нету такой одежды, чтобы она подчеркивала современность. Поэтому решили, что надо эту нишу занять. И Кей — это бренд современной одежды для всех, для всего мира, можно сказать, всемирный бренд с башкирским ДНК. А те, кто не попал на форум в этом году, не отчаивайтесь. В течение года оргкомитетом запланирован целый ряд встреч с успешными личностями под хэштегом «Уфа-форум».
Уважаемые телезрители, спешим познакомить вас еще с одним организатором крупных проектов на Южном Урале Альбертом Шарафутдиновым. Все началось с желания помочь отцу, который загорелся идеей строительства мечети в родном селе, признается Альберт. Альберт Шарафутдинов с большим трепетом относится к своей культуре, традициям, корням. Его связывают родственные узы со знаменитым башкирским родом Курбангалеевых. Потомки знатного ишанского рода этим летом провели единственную в России конференцию, посвященную жизни и деятельности своих предков. Мы собираемся ежегодно практически. Первое у нас собрание было в Кулуево, второе собрание было в Медеке. На первом собрании Курбангалеев, которое прошло года 3 назад в деревне Кулуево, собрались Курбангалеевы, и я в том числе и узнал, что я отношусь именно к Курбангалееву. Потомки приезжают с Учулу, Сиба, с Уфы, с Москвы приезжали. Вот, к примеру, возьму Абдул-Хаким Курбангалеевых. Он учил людей, там медресе было, и в том числе Зайнулла Расуль, у него учился 10 лет, получается. Представляете? А в истории говорит, что Курбангалеева осуждали Зайнулла Расуля за то, что благодаря Мухаммеду Абдул-Хаю, Заки Валиди, хотя они были оппонентами, образовалась Республика Башкортостан, одна из первых в Российской Федерации. Вот Заки Валиди и Абдул-Хай Курбангалеев, их постоянно, они были оппонентами, их постоянно друг от друга лбами сталкивали. Вот это мероприятие произошло для чего? Чтобы их бы как бы рассказать людям, что у них идеи были одинаковые. Вот все историки сегодняшние, которые были, вот эти подтвердили. Мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-Байрам. Словом «курбан» в исламе именуется все то, что приближает человека к Творцу. 8, 9, 10. Дружный коллектив Аргаяшской мечети решил провести эти праздничные дни с максимальной пользой. Они посвятили первый день Курбан-Байрам самым уважаемым гостям – детям. Праздничный концерт, шоу от профессора Николя, вкусные угощения, аттракционы обеспечили юным аргаяшцам незабываемые выходные. Слава великих людей является ярким примером даже через многие века. Добрая память участников Отечественной войны 1812 и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, призванных с территории Челябинской области, вновь дала нам возможность вспомнить о межнациональном единстве. В самом центре Челябинска, рядом с зданием правительства области, появился памятник южноуральским батырам, участвовавшим в борьбе с наполеоновской армией. Инициатором увековечивания имен воинов выступил потомок старшины 4-го башкирского полка Асылгузи Бакирова Рафаил Бакиров. Историческая справка. Асылгуза Бакиров родился и вырос в деревне Каракучук, ныне деревне Урняк Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Национальность – башкир. Назначен старшиной 4-го башкирского полка. За проявленную доблесть был награжден орденами Святой Анны 3-го класса, Святого Владимира, Святого Станислава. За заслуги перед Россией ему присвоено звание дворянина, который наследуют все его потомки. Я потомок башкирского дворянина, я этим горжусь. Я буду все делать, чтобы пропагандировать, говорить. И первое начало я свои обязанности Курултай-Башкир выполнил. Поэтому мы должны все сделать, чтобы то население, мужественное население, которое имело честь и достоинство, они ведь боролись не то что от кого-то, они за свои права, за свое достоинство. Это были мужественные люди. Победа в Отечественной войне 1812 года имела огромное историческое и политическое значение для страны. Во знаменование этого важного события в Москве был построен храм Христа Спасителя. Был восстановлен и открыт памятник государю-императору Александру I. Благодарные потомки башкирских воинов установили подобные памятники в Германии, в городах Лейпциг и Дрезден, в Украине, в городе Петровское и в Республике Башкортостан, в городе Сибай. Воздвигнутый в столице Южного Урала памятник в честь светлой памяти 9 башкирских
и одного Мещерякского, 4 оренбургских казачьих полков, сформировавшихся с территории Челябинской области, рассчитывает стать главной достопримечательностью местных башкир. Издавна башкирский народ выражал свою радость и печаль через песни. Родная мелодия помогала преодолевать невзгоды, разделяла счастливые минуты. Дорогие телезрители, пусть ваша душа поет только от любви, радости и восторга, так же, как у наших молодых артистов. Yazmış kulaklardır Gelir günüm ütlerimiz Ortalık direk ederdir Ferişteler kanat yeyhen yergen yudarında Bəxtli ömür dileyim bana